она колется. Когда бегаешь, спотеешь, и потом очень холодно, когда не будешь бегать. И то, что становится жарко и неудобно из-за этого. Ну, когда их надо одевать сначала, потом варежки одевать, это очень сильно долго, поэтому мне это не нравится. И то же самое, когда приходишь с гулянки. Это надо снимать, вешать на место, столько времени занимает. Это неудобно, но мама заставляет, а что делать надо? Я предпочитаю теплое и красивое вместе. Если найду что-нибудь подходящее, то без проблем буду носить. Шапка колется, перчатки теряются, сапоги некрасивые, в куртке жарко. К проблеме осенней адаптации у детей добавляется проблема возрастная. Нотациями и уговорами «ты же заболеешь» ее не решить. И мальчикам, и девочкам важно быть одетыми не только тепло, но и модно, не хуже других. Часто родители покупают то, что нравится им и кажется теплым и подходящим, а мнение детей не учитывают. Дети тоже экспериментируют, они проверяют родителей, и они хотят соответствовать своим друзьям и выглядеть более красиво. Можно совместно полистать журналы какие-то, спросить, а что сейчас в моде, а что ты хочешь, а что тебе нравится. И, допустим, ритуально перед началом холодов, похолодания сходить в магазин и выбрать что-то, ту вещь, на которая будет интересна ребенку. Даже если вы немножко обновите гардероб, то это будет стимулировать его одевать другие вещи. Ну, можно точно так же договориться. Я покупаю тебе, например, новый шарфик, а ты будешь одевать там, допустим, сапоги. То есть здесь родителям, конечно, достаточно сложно приходится, но нужно тоже с ребенком разговаривать и под него подстраиваться. Иначе вы рискуете, если вещь ребенку не нравится, то он действительно ее не будет одевать, будет снимать сразу, как выйдет из подъезда.